По моему глубочайшему убеждению, Россия нуждается в притоке новых граждан. Что значит для мигрантов новый закон о жилье в России? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что способствует воссоединению семей и, вероятно, поднимает спрос на бюджетную недвижимость в крупных городах. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. Над этим еще поработаем в самое ближайшее время. С сентября 2020 года в России вступают сразу несколько законов, и среди них один весьма важный, напрямую касающийся сотен тысяч граждан Таджикистана и работающих за рубежом и проживающих в республике. Так, с 7 сентября все иностранные собственники жилья в России, а не только высококвалифицированные специалисты, как было ранее, смогут быть принимающей стороной и предоставлять жилье для фактического проживания другим иностранцам. В Госдуме Российской Федерации особо подчеркивают, закон направлен в первую очередь на семьи соотечественников и россиян, чья родня проживает за границей. Как вы относитесь к такому закону? Свои ответы пишите нам в комментарии. Как считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, речь идет о скорее финансовой, а не политической составляющей закона, под действием которого попадает множество мигрантов, причем достаточно обеспеченных, чтобы купить себе жилье в России. Потому как выглядит это решение, это не только вопрос соотечественников в общей форме, так как данное понятие можно трактовать очень широко. Оно касается вообще всех иностранных граждан, вложивших деньги в недвижимость России, и как бы за это получивших право выступать принимающей стороной по отношению к другим иностранцам, отмечает Крупнов. По его мнению, сентябрьское нововведение с продвижением денежной части миграционной политики и является своего рода финансовым стимулом для людей, создающих покупательский спрос и тем самым косвенно способствующих экономическому росту. В любом случае, это хорошая инициатива, особенно для соотечественников. Это была совершенная глупость и абсурдная норма. Человек приезжает, покупает здесь жилье, но не может толком зарегистрировать родственников, потому что те иностранцы, пояснил эксперт. В качестве примера приводится международный, а точнее английский опыт, когда после вхождения Великобритании в Евросоюз тысячи людей из менее благополучных стран Восточной Европы в поисках заработка и лучшей жизни переселялись в Англию. А новый закон точно способствует притоку таджикистанцев в Россию и покупке недвижимости в складчину всей семьей. Ведь, повторяя рекламные лозунги девелоперов, жилье теперь действительно стало доступнее, а главное нужнее. Я прошу внимательно относиться к каждому конкретному случаю, проявлять участие и доброе, радушное человеческое отношение к людям, которые хотят связать свою судьбу с Россией. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.